По представлениям народа Саха, лошадь – священное животное небесного происхождения. Жизнь нашего народа немыслима без лошади, этого уникального, чрезвычайно неприхотливого и выносливого животного. Она – незаменимый спутник. Кобылы и лошади были когда-то нашим божеством, говорили Сарашевскому колымские якуты. Кобыле и голове, а не образом святых, должны были в старину троекратно кланяться молодые, входя в дом. Мы почитаем их, потому что ими жили. Добрый день! В год культурного наследия мы начинаем рубрику «Наследие предков», в котором будем учиться исконным традиционным ремеслам. Изготовление изделий из конского волоса – один из старинных традиционных ремесел. И, к счастью, благодаря мастерам, это ремесло передается из поколения в поколение. Одним из таких людей является народный мастер, член Творческого союза художников Российской Федерации и Международной Федерации художников Прасковья Ильинична Прокопьева Алгыстана Кылкыга Саха-Уз. Ее творческое имя. Сперва я вам расскажу про древние, нашу историю. Раньше у нас в нашем народе не было готовых веревок, и поэтому все от мала до велика, все умели скручивать из конского волоса, стригали с лошади и умели скручивать веревки. Веревки, например, это для привязи коровы, скота. Мы такой скакалкой, для нас это была скакалка, мы этим играли. И я начала возрождением народного прикладного искусства из плетения конского волоса 90-х годов. И 30 лет я занимаюсь и передаю все свое мастерство молодому поколению. Я хочу показать дух, терпение, трудолюбие якутского народа. Я сама создала вот на основе циновки вот такой технологии из скрученной нити панно в память своей любимой матери, Береза. Вот она у меня была очень красивая, вот она молодая, светлая, ее образ. И это моя первая работа, я ее очень берегу. Как долго делали? Ну, это где-то я год делала. Конечно, у нас зима 7-9 месяцев зимы, и вот зимними долгими днями я вот занимаюсь этим. Так, и вот у меня очень тоже вот знаменитая работа, портрет Максима, основоположника нашей республики, Максима Кировича Амосова. А это у меня уже 4-й портрет. Я плела, значит, на столетие, 105-летие. Да, и вот в этом году исполняется 125-летие Максима Кировича Амосова. Конечно, очень трудно показать образ, не только образ, это любовь, свой народ Максима Кировича Амосова через глаза. Вот этот конский волос шевелится, да, она как живая, она каждый раз ложится по-особенному. И поэтому трудно было, конечно, чтобы глаза получились. И у нас, в Якутии зима суровая, и поэтому у нас цвета лошадей тоже такие, да, более такие неяркие. Тут есть всего это темный, да, светлый, черный, светлый, коричневый тона. Ага. И каждый раз вот сама ложится, и меня это очень интересует. И в этом году, вот на столетие государственности, значит, я вот сегодня только закончила вот эту работу, полет называется. Ну, тут видно наши вот знаменитые ленские столбы, река Лена сама, и орел, и символ нашего народа, ну, движется к свету, так скажем, летит, воспаряет, вот так. Вот моя вот такая творческая работа. Но я все это начала только на основе народного искусства, потому что в этом только есть опыт предыдущих поколений, и я это вот сама изучила и сама передаю молодому поколению. Да. Готовясь к мастер-классу, я приобрела конский хвост. И с этой стороны. Так, не просто не вот так рвать, а диагонально, чтобы она была. Тогда, да. Сложить. Да.
Потом опять. И можно вот так ложить. Теперь надо... Упорядоченное, Да, чтобы упорядочить, получилось. да. Убираем толщину. Вот, наша. да, нашей веревки, сети, да. Вот. Теперь берем вот эту сторону, вот это держим, и с этой стороны вот так крутим. Неважно, да, какая сторона на какой попадется. Да, на себя, чтобы вот была вот такая заготовка. Солома, да, ну, праздничную веревку. Поэтому я вам покажу, как делать. Так, вы держите с этой стороны, головку держите, вот так, да, можно вот так, ага. Вместе держите и все. А я вот делаю, я показываю, вот так скручиваем. И каждый раз Вот, скручиваем. каждый раз, да. Внутри тоже вот крутится, да? И вот, и местами меняю. Меняю. Видите, Руки какая она? обязательно должны быть мокрыми. Да. Тогда только вот получается вот такая веревка. Вот это скрученная нить. Я хочу попробовать. Потом, да? Сейчас я пока покажу. Ага. Второй раз сделаем, потом я покажу, как соединить вот эти нитки, как будто, чтобы она была ровная, да? Потом вам отдам. Видите, вот такая. Солома у нас есть. Вот. Так, теперь вот как удлинить. Дальше, да. Вот этот процесс. Вот пока она вот толстая, вот надо ее вот тонкую вместе. И тоже скручивать. Соединить Видите? скручивание. Да, соединить скручивание. И тоже Продолжаем. продолжаем. И вот видите, вот эту головку туда кладем, чтобы она не было видно, где прибавлено. Да, да. Теперь вот она белая у нас подлиннее стала, теперь черную тоже добавляем. Также вот. На это потом просто по ощущениям делается. Сперва уже руки чувствуют, видите, вот так. Вот. Они служат заготовкой. Это заготовка, да. И потом между ними как скрепляете? Можно, вот я показываю, можно обшивать, но обшивать, Нитками, да? нет, обшивать надо именно из конского волоса. Нитка из конского волоса. Нитка из конского Она волоса. вдевается в иголку, да? И вдевается в большую, иголку с большой головкой, и обшивается, и главное, и тогда только она между собой идет и скрепляется. А если ниткой, она может рваться. Ну, сейчас вот так делают это, но она уже не старинная и не искусство, а просто бытовое получается, если ниткой. Поэтому надо обшивать обязательно из конского волоса. Она вот сама по себе, она вот такая разная, да? Вот так выходит, она между собой держится. Очень вот такая. интересно, наверное, наблюдать, как они ложатся. Да. Вот такая веревка. Вот Получилось здесь? Если вы это сумеете скручивать из конского волоса вот такую веревку, сети, да, вы уже потом можете сделать из него вещи. Поэтому учитесь. Самая изначальная технология. Да. Все начинается с этого. Да. И это вот это у народа Саха, вот видите, любой волос мы не выбрасываем, из всего делаем вещи. Настоящие, вот это, обычной веревки же не было. Все делалось из конского волоса. Один человек вот так делает, а другой человек на себя делает. Поэтому это очень индивидуально. У кого рука сильная, она крепкие веревки. У кого руки нежные, они вот тонкие делают. Поэтому это очень индивидуально все. Это, да, на первый взгляд так легко. Да. Поскольку вы давно этим занимаетесь, да. Это не так-то просто, оказывается. И главное, тут это скручивается нитка сама по себе, вокруг себя, и еще вокруг вот, другого. Поэтому вот такая крепкая получается. Да. Интересно. Надо мне к вам прийти на второе и третье занятие. Да. И потом, как в конце заканчиваете? Сейчас. Держите, пожалуйста. Обычно поближе. Мы вот так делаем, вот отсюда поближе. Вот так делаем. До конца, да? До конца, до самого конца делаем. Так, обязательно.
Еще есть вот такая технология, я вам покажу. Вот. Каждый шаг. Вот отсюда держите, пожалуйста. Сейчас будем на пальцах. Вот. Очень кропотливые для бересты, для сшивания бересты. Вот изготовляем вот такие сети, да, только на руках, на пальцах. Вот, видите, как красиво. Да. Вот. Вот, скручиваем вот с двух, скручиваем и меняем местами. А для плетения шляп мы такую технологию не применяем, да? Нет, там же косички идут. Да. Но дело в том, что все мастерство зависит от того, как соединять вот эти конские волосы. Не просто сама косичка по себе, конечно, все умеют, но вот как соединить их, да, вот это все, видите, вот как заканчивается на пальцах. Там я тогда быстрее. Вот, видите? И все, как так закончилось, да? Да. Не скрепляете ничего? Нет. Нет, не надо никаких узелков. Не надо. Вообще конский волос никогда узелками не ввязывается. И так держится, вот, да, держится. Должно держаться, если вы хорошо сделали сети веревку скрученную. Вот так скручиваем, именно скручиваем. Тогда получается. Вот этот весь процесс только вот у народа Саха. Итак, мы теперь знаем, как изначально приготовить для веревок, для изготовления других изделий вот начальные такие веревки. И изначальную технологию мы теперь знаем. Мы сегодня чуть-чуть соприкоснулись с нашим исконным занятием. Это, оказывается, очень интересно и сложно, оказывается, не так-то просто. Общеизвестно, что изделия из конского волоса улучшают самочувствие человека, они оберегают от злых духов, они очень красиво смотрятся. И я давно хотела узнать, как все это делается, и я сегодня рада, что Прасковья Ильинична сегодня раскрыла некоторые маленькие секреты, вот показала изначальный процесс. И у нее есть книга, часть ее работ вы можете еще познакомиться с творчеством других наших мастеров, с их удивительными работами. Спасибо большое, Прасковья Ильинична, за то, что вы популяризируете такое вот наше драгоценное занятие, передаете молодежи, рассказываете.